Ты в меня каждый раз влюбляешься и пересаливаешь. Ну, вверх, да, это вверх, потому что сверху сухофрукты я вижу. Это после. Красивая, да, ужин тоже очень красивый. Вид у этого меда, ну, действительно, как крем такой, нежный. Всем привет, дорогие друзья! Мы опять на кухне. Сегодня я готовлю ужин из куриного филе. И также, значит, буду туда класть яйца, лук, помидоры, сыр. Это уже буду как бы заправлять такой салатик и сверху намазывать этим. Так что это я делаю, будете вы смотреть. Короче, я, друзья, тоже, я, как всегда, здесь. Я поздороваюсь тоже с вами. Здравствуйте. Я такой же зритель сегодня, как и вы. Просто у меня есть преимущество перед вами, что я могу там задавать напрямую наводящие вопросы Маше. Я не знаю, что она готовит. Я вижу, что есть грудка куриная, да ведь? Да. Он, как уже сказала Маша. Я уже грудку нарезала уже на 4 части. И приправы там, помидор вижу, сыр. И она делает ужин. Ну, как говорится, опять рецепт какой-то новый из курицы. Там рецептов много из курицы всякие, кто хочет так готовит. И еще я знаю, что она будет в духовке же, давай, испекаться. Да. Или как там? Да, в духовке. Да. И если будет там время, у нас опять гостинцы, и немножко покажем, что же прислали нам. Сделаем. Да, распаковку такую. Готовка будет и распаковка. Ну, там покажем, какие гостинцы нам прислали. Угу. Вот. Ну, Маша приступает, а я за камерой снимаю. И наблюдает еще там сверху наш бандит, наш рыжик тоже. Ну вот. Так, я так понимаю, солишь тоже на глаз давать. Да. Я все на глаз. Ну, чтоб слишком соленой тоже не было. А то муж частенько ругает. Пересол. Это ты в меня каждый раз влюбляешься и пересаливаешь еще еду. Пересол. Вот. Так, дальше. Черный перец с горошком. Так, и паприку. Посыпаем паприкой. Перецем запахло. Чихать буду. И это потом руками надо растереть или как? Да. Так, намажем. Потом с другой стороны. Я думаю, он будет и вкусный. Мне вот такое интересно, обычно грудка сухая, интересно, вот как он будет вот этот. Но мы же заправим салатом сюда. Ну, я и говорю, что если чистая грудка, она будет сухая немножко. Так, Маша переворачивает, я опоздал чуть-чуть. Угу. И также посолю. Так, перец. Хорошая мельница, да? Да. Всегда есть свежемолотый перец. Угу. В последнее время что-то часто, друзья, мы стали использовать вот эту паприку. Раньше, если честно, я раньше не знал, что это паприка, это перец вообще, я уже говорил об этом. Не использовали. Сейчас частенько. Ну, такой вкус не острый он, но есть какая-то все равно, есть изюминка в этом.
Намажем противень. Прямо без никаких будешь доставить, да? Да. Без фольги, без этой бумаги, да? Да, без ничего. Ну, просто обильно так намазывает маслом. И... Ну, нетрудно, наверное, догадаться, друзья, что вот эти грудки пойдут туда. В качестве основы для этого блюда. Собственно говоря, и грудка она использует, да? Думаю, это нормально же уже, нет? И кладем туда нашу грудку. Я бы перевернул. Там также ничего не Нет. стало. Там вот сверху вон закругленная, а снизу плоская. Ну, я, конечно же, спорить, друзья, не буду с шеф-поваром. Хотя для меня бы одну сделала, как я просил. Ну и переведем. Перевернула, Маша. Чорна бедера. Да, ты все равно не так. А все равно, хоть как. Мы ты. Короче говоря, как ни крутили, результат одинаковый. Значит, не надо. Теперь уже не помним, как и было. Значит, Вот не так. надо мне перечить. Я не перечу. Никогда. Ну да. Никогда. Так, все. Включаем духовку. Значит, на 180 градусов. Теперь будем делать начинку. Так, режем, значит, лук сначала. Лук произвольно или без разницы как? Произвольно, да? Лук можно и крупными кусочками, можно и мелкими кусочками. Ну, кубиками ты режешь, да? Да. Получается, что кубиком. Угу. Так, режем. Я режу мелко. Наверное, так вкуснее получается. Мелко. Так. Полную луковицу Маша режет. Ну, наверное, Ну, потому что да, раскладывать здесь. количество такое нормальное. Опять глаза слезятся. Слезятся это хорошо. Да? Маша, или нехорошо? Это плохо. Так. Дальше берем помидор и тоже режем также на кубики. У меня помидор, конечно, Переспелый. да, уже надо бы потверже. Но потверже. В холодильнике у нас не нашелся помидор, который не переспелый. Ну и лучок. Слишком Лучок горчит. хорош. Так, почистили помидор один. Теперь еще что там у тебя? Это что? Яйца. А, вареные яйца. Тоже через терку? Да. Через терку пропускаем. Так, еще одно яйцо также. Так, потом натираем, значит, сыр. Твердый сыр. Тоже через терку пропускаем. Натираем. Или мы почти шумсы. Так, где-то 100 грамм сыра.
Это Кто прям... любит, можно и Это- побольше. Это в начинку или сверху? Это в начинку и сверху тоже. Это вот это общее количество, которое будет, еще разделяешь, да? Да. Ага. Так, одну часть, значит, оставляю для посыпки сверху. А остальное сюда же. Типа такой салатик получается. Да, типа салатик. Дальше беру, значит, чеснок. И сюда же надавливаю. Еще один зубчик чеснока. Так, дальше у меня вот укроп, свежий укроп. С морозильника достала. Это уже, наверное, не свежий с морозильника-то. А что, свежий? Свежий замороженный. Свежий, да? Свежий Свежий замороженный. замороженный, так как свежие. Так, укропчик сюда тоже положим. Так, и... Так, немножечко посолим это. Так, поперчим тоже. Салатик. И заправим майонезом. Все размешаем. У нас плита-то уже, это духовка-то готовая уже. Ну, хорошо. Вот такая начинка, начинка салат для филе грудки. Можно было и укропчик побольше тоже поставить, но у меня меньше, наверное, взяла. Хватит укропа. А теперь мы будем эту начинку класть наверх, значит. Вот так сверху накладывать. Много сделали начинку? Нет, Маша? Если много. Чего страшного? Там все готовое, там же можно так кушать или нет? Да, Как салат. да. Как салат. Слишком много не ложи. Вот много и надо класть, а не мало. Вон там у нас еще. Хватит и на это. Вот так. Вот такое блюдо делаем. Ужин. Вот. Потом, значит, сыром сверху еще.
наперед можешь сказать, вкусно будет или нет? Конечно, вкусно будет. Вкусно, да? Главное, чтобы сочненько было. Ну, это тоже точно будет сочным. Майонез и сыр и все, то есть полный салат. Так, а теперь все это в духовку на 30 минут. Время засекаем. Ну, Господи благослови. Сейчас время сколько? Пускай выйдет оттуда вкуснота, Да. вкуснотень. А мы будем распаковывать посылку. Гостинцы. Да. Ого, вот такая посылочка в мешочке, как у Деда Мороза тоже. Распакуем, в сторонку вот так положи туда. Это... Так, сейчас посмотрим. Это посылка с России, друзья. Посылка с Воронежской области. То есть с юга нашего региона. Мы-то живем на севере, а это с юга. И сейчас будем открывать и посмотрим. На камеру слишком низко. Наверное, туда надо, наверное, коробку. Сбоку как было-то. Потому что это... Камера, не могу я камеру назад. Получается очень близко. Так, посмотрим. Тут вверх, непонятно, конечно, вверх, где вверх, где. Ну, вверх, да, это вверх, потому что сверху сухофрукты, я вижу, прошлый год отправляли яблоки, это домашние, свои яблоки, не с магазина, сушеные яблоки и компот очень вкусный из них, очень вкусный, ароматный прям. Ну, это уже натурпродукт производства. Разнотравие. Производство тоже. Это у меня есть вот эта посылка, как бы с Воронежской областью от хорошего человека Алексея. Вот. А у него есть бабушка Мария Алексеевна, она занимается медом. Ну, пчеловодством таким, домашним. Не небольших объемах, ну вот для себя, для дома. И вот она уже второй год подряд как бы отправляет. А там что написано? Вот это... Крем мед. А, вот там крем мед. Да. А вот этот разнотравье, да. Вот. Шикарный. Вот это мед, он, натуральный мед, он вообще, он классный. Гречневый. Гречишный. Гречневый написано. Ну, гречишный он называется. Я, кстати, гречишный мед очень туда немножко отодвинь, потому что ничего не видно мне. На камеру ничего вообще не видно. Гречишный мед я люблю, потому что он немножко, ну, такой, горчит чуть-чуть немножко и шиплет горло. Мне это очень нравится. Это подсолнух. Понял. Понял, сколько у нас целебного. Это ведь натуральный продукт. И напиток, скажем, я так думаю, что это виноградный напиток. Не будем говорить конкретно, но не открывай там. Самодельный виноградный напиток. Угу. Самодельный виноградный напиток. Отлично даже. Ну и вишня. Сушеная вишня. Сейчас, вот, друзья, вот сушеная вишня. И вот компот из сушеной вишни вместе с сушеными яблоками, ну, сухофруктами. Очень классный получается. А этот у нас, как услышал, шуршание мешков. Видите, кто там? Еще рот открывает. Что? Вкусным запахло и шуршание тебя привлекло мешочков. Спал. Спал ведь, да.
Глаза еще Да. закрываются. Вот и мед. Так что каждый день будешь кушать. Ну, конечно, у нас семья большая, это не только одному не столько меда, всем раздадим, всем родственникам, конечно, без проблем. Ну и что хотим сказать? Огромное спасибо. Да, большое спасибо, скажем, Алексею, потому что мы с ним очень уже сблизились. Он тоже человек как бы с ограниченными возможностями, но мы с ним вот конкретно я и ну и Маша тоже общаются, очень дружелюбные, как бы почти друзья стали. Очень много общаемся. Конечно же, скажем спасибо маме Алексея. Это Елена Алексеевна. Мгм. Потому что, я думаю, ну вот эту, что собрать там, посылку, это все она собрала. Вот. И, конечно же, бабушке Марии Алексеевне за то, что вот собрала такой прекрасный урожай меда. Вообще супер. И большое-большое спасибо. Так сказать, из южной деревни в северную деревню такие гостинцы. Просто замечательно. Сейчас сезон простуд, сезон зима, сезон гриппа. И это очень даже кстати. Полезно. Да, полезно. Все полезно. Никакой химии тут. Мгм. Вот так. Ну что, а мы вернемся уже потом к нашему ужину. Запашок уже идет. Да, с виноградным соком Вкусный аромат. ужин, наверное, не будем уже на камеру пробовать, потому что Это после. это после. Вот так. Перед сном. Перед сном 3 капли. Капли. Ну, У Сергея Ивановича характера нету, тормозов нету, может, да? как Колодки. лекарственное Колодки. хочется. Ну да, это скорее всего. Конечно, это же домашнее, это, да? Мгм. Вот так. Ну, время подошло у нас. Прошло полчаса. Но я так аромат чувствую, бешено вкусный, я бы сказал так. И еще очень аппетитный. Маша так красиво смотрится. Ты красивая, да, ужин тоже очень красивый. Смотри, вот это да, вот это шикарный ужин. Ой, ужин-то не пробовал еще, но красота, красотень, да. Ну, сейчас Зелень немножко не хватает, зелени. И укропчиком сейчас немножко посыпем сверху, да. Как раз вот Маша говорит, укропчиком, наверное, не буду, но Маша, честно скажи, Надо. надо, да. Надо. Чтоб красиво было и чтоб, ну, немножко вкус еще. Сейчас. Друзья, аромат на кухне такой стоит, просто прелесть. Сейчас. Первый пошел. Где-то на заднем плане мурчит барсик. Наверное, все так и покажу я его. Сейчас вот Маша поставит вот эту. Замечательно. Я сейчас покажу барсика. Я не знаю, видите, он на холодильник забрался. И там мурлычет. Видите? А еще один бандит, вон там, внизу. Около косяка дверного. А здесь у нас ужин. Вкусная грудка. Сочная. Я думаю, сочная она получилась. Такая сырная с корочкой. Сверху такой салатик. Он даже сок выделился. У меня, короче, наш рот полный слюней стал. Замечательно. Сейчас еще зелень сюда немножко приукрасим зеленью. И будет вообще замечательно. Так. Ну все, друзья.
зелень посыпали немножко, и вот такая красота. Ну, красота. Очень вкусно вообще. Очень красиво, вернее. Сейчас будем на вкус проверять. Попробовать. Бандит там, уже там. Вы смотрите, уже на подоконнике. Сейчас Маша будет. Я уже, наверное, пересаживаться не буду там на ужин-то. Я поснимаю, как ты будешь пробовать этот кусочек, как там вышло. Как получилась грудка наша. Сейчас я Машу поснимаю. Вот. Момент X или время Ч. Пробуем нашу грудку. Ну, режется нормально, да? Да. Мягкая, наверное, грудочка. Ну-ка, разрез покажи. Замечательно. Замечательно. Я жду с волнением, что скажешь. Вкусно? Солью угадали? Угу. Угу. Вот этот бандит у меня забрался опять на коляску. Мешается. А грудка мягкая? Крупками, да? Сочная? Угу. Мягкая, сочная. Дай мне один маленький кусочек, я попробую. Немного, конечно, остренький. Но тогда небольшой кусочек мне. Я попробую, а потом уже буду ужинать. Это самое. Давай. Угу. Грудка сочная, действительно. Немного остренько, да? От паприки. Нет, самый раз. Да? Самый раз. Как раз аппетит. Очень даже вкусно. Маша, все 2 больших пальца у меня есть. Поднимаю оба. Классно. Очень мягко он режется. Да. И действительно сочная, потому что Да. мысен салат. Или мысен Обычно грудка-то всегда сухая, а эта грудка не сухая. Очень даже приятно, прям приятно покушать. Мы сейчас будем ужинать. Но, а до выключения еще Маша хотела попробовать мед. крем-мед. Говорит, мне так охота попробовать. Но ни разу еще действительно мы такого не видели. А тут написано, подписано, что крем-мед. И я говорю, обязательно это снимем, потому что это же гостиниц. И скажем сразу это самую оценку крем-меда. Маша пробует. У нас сегодня Маша дегустатор. Вкусно? Нежный, да? Да, Я тоже вот, хотела сказать. я смотрю, да, вид у этого меда, ну, действительно, как крем такой, нежный. Я вот смотрю, он такой гладенький. Угу. Угу. Написано крем-мед. Вкусно, да? Да. Ну, мед не может быть невкусным. Ну, конечно, да. Мед вкусный. Все, друзья. Небольшой рецептик, ну, небольшие составляющие я оставлю под этим видео, конечно. Вот этого замечательного блюда. Я бы порекомендовал, Советую. всем бы вот это порекомендовал. Это вообще замечательно. Вот сейчас я буду тоже ужинать, присоединюсь к Маше. И вообще отлично. Мне вот супер понравилось. Да? Да, ни капельки, как бы, ну, не вру или что ли там, как там по-русски сказать, мне действительно понравилось. Грудка такая мягкая, как бы тает. Обычно она сухая. После меда в горле жжение. Настоящий мед, он действительно и должен, как бы, чтобы горло щипало. Вот. Ну, все. Я, друзья, приступаю к ужину. С Машей тоже этого замечательного блюда. Очень мне понравилось. Я прям охота дальше пробовать и пробовать. Ну, буду кушать, не пробовать полностью. Ну, а на этом все. Рецепт, как говорил, уже
оставлю там небольшие, ну, какие пропорции там соблюдались, оставлю под описанием видео. И назовем это блюдо как? Это блюдо назовем опять что-то из курицы, просто еще. Да. Сколько уже всяких блюд там из курицы, ну, этот очередное. Ну, делается легко, Разнообразие, просто да. и для ужина. Самое самый главное, быстренько это все сделал, закинул в духовку и все. Через полчаса уже там. А Уже между тем можно что-нибудь поделать эти полчаса. Вот, например, мы распаковку делали. Ладно, я говорю вам, друзья, до свидания. Заканчиваю это видео. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Пока.